Здравствуйте, уважаемые участники и жюри! Сегодня с вами хотел бы поговорить об очень интересной теме, которая мне по душе. Моя сегодняшняя тема – я в мире дзюдо! У меня почти нет свободного времени. Я после занятий иду на борьбу. Дзюдо. Если вы помните, на летних Олимпийских играх участвовал наш земляк Джансай Смагулов. Он занимался на том же татами, что и я. И этот уникальный случай стал для нас стимулом. Из нашего простого аула могут выйти большие знаменитости. Когда я встретился с самим Смагуловым, у меня разгорелась большая мечта. Я хочу стать олимпийским чемпионом. И мы с моим руководителем разработали электронный учебник. Моя цель – изучить историю происхождения дзюдо, ее влияние как на духовное, так и на физические развития, а также с помощью руководителя разработать электронный учебник, который состоит из 4 частей. Первая часть – история происхождения дзюдо. Слушайте внимательно, потому что после этого будут тесты. Итак, тест. Первый вопрос. Кто основатель дзюдо? Джигоро Кано. Правильно. Второй вопрос. Дата основания дзюдо? 1888. Правильно. Родина дзюдо? Япония. Правильно. Итак, вторая часть. Основные правила дзюдо. Разрешите пригласить моего друга. Схватки дзюдоистов проходят на квадратном ковре татами. Дзюдоисты одевают кимоно белого либо синего цвета. Бывает 3 судьи. Арбитр на татами и 2 судьи за пределами татами. Когда судья дает команду «Мате», временное приостановление поединка. Когда судья дает команду «Соромате», надо закончить борьбу. Оценка иппон присуждается в следующих случаях. Когда дзюдоист бросает противника на большую часть спины с большой скоростью или удержит его 20 секунд. Оценка базари присуждается в следующих случаях. Когда дзюдоист бросает противника на меньшую часть спины с большой скоростью или удержит его 15 секунд по менее 20 секунд. Оценка шидо присуждается за любое нарушение. Эта часть тоже заключается тестом. У нас мало времени, мы не будем его проводить. Третья часть. Дзюдо – олимпийский вид спорта, наши дзюдоисты. Здесь Джансай Смагулов и я. Видеоролик о Джансае. И также будем говорить о Юлдосе Сметове. Биография Сметова. Видеоролик о Сметове. Я провел исследование, а именно составил сравнительную таблицу по достижениям моих кумиров. В мировом рейтинге до Олимпиады Джансай занимал 16 место, Юлдос занимал 3 место. Рио-де-Жанейро, Олимпийских играх Джансай был участником, а Юлдос занял серебро. Выиграл серебро. По таблице видно, что достижений Юлдоса гораздо больше. Я думал, почему же? И выяснил причину. Если Юлдос занимался дзюдо с 5 лет, Джансай с 7 лет занимался казах-крюсе, 10 лет самбо, и только 20 лет он перевелся на дзюдо, так как дзюдо – олимпийский вид спорта. Второе. Если Юлдос весит 60 килограмм, ему не нужно сбрасывать вес, а Джансай все время сбрасывает до 7 килограмм. Я сделал для себя выбор. Надо вовремя определиться с выбором. Творческая работа. Я составил сравнительную таблицу со своими физическими показателями и показателями моего друга, который не посещает никакие секции. Сравнительная диаграмма. Поднимание туловища за 30 секунд. В 2 классе мой друг делал
14 раз, я делал 18 раз. В третьем классе мой друг делал 16 раз, я делал 20 раз. В четвертом классе мой друг делает 16 раз, я делал 22 раза. Исходя из этого получилась такая интересная картина. По этим даже видно, что спорт влияет на общее физическое развитие, а самое главное, я стал уверенным в себе. Золотая часть. Наставление Кана и моя мечта. Наставление Кана. Умей соотносить свои возможности с возможностями противника. Второе. Обдумывай тщательно, а действуй решительно. Третье. Знай, где нужно остановиться. Четвертое. Одержав победу, не заносись. Потерпев поражение, не сгибайся. Попав в опасное положение, не пугайся, а иди вперед избранным путем. Здесь Жансай Смогулов. Вот Эльмира Сыздыкова, она приезжала к нам. Вот ее тренер. Она получила бронзу по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро. Здесь мои достижения, которые я сам добился. Мое интервью. Это мой спорт клуб. Я здесь тренируюсь. Здесь тренировался Жансай Смогулов. Я хочу стать олимпийским чемпионом и прославить мой Творческая работа. Движение – это жизнь. Люди, которые мало двигаются, очень часто болеют. Я заметил, что художник в своих картинах, писатель в своих рассказах описывает наших древних людей как сильных, устойчивых и здоровых. Я думал, почему же? Ответ очень прост. Потому что они все время находились в движении. Поэтому надо заниматься спортом. А самое главное, можно прославить на весь мир свою страну. Этот учебник можно использовать на уроках, на классных часах. Он очень удобный и легкий. Спасибо за внимание. Ой, мама. Друг твой занимается дзюдо, а? Конечно. Да? Занимается? Да. Ты заставляешь, да, его, что спортом он занимается? Нет, он сам идет. Он сам идет. Да. Так, следующий успех у тебя когда будет? Что ты поедешь? Поеду в Атырау. А там что? Буду защищать, как сейчас. А в дзюдо? Да, дальше буду продолжать. А в дзюдо? Ну это проект, ладно. А дзюдо, что ты нужно? Следующий, какой шаг у тебя? Моя мечта. Моя мечта Ну, она говорит. быть олимпийским чемпионом. Давай, Эльдар, мы будем все за тебя болеть. У телевизора говорят, да наш карагандинский Эльдар. Откуда Шицкий, да? Наш Аксу Аюлов. Успехов тебе. Молодцы. Birinchi o'ringa ega bo'lgani uchun Shet audani To'lebayev Eldar martablari. Eldarning 20 ming sertifikat bergan marhamat.